Всем еще раз привет. Так, вроде все сделали, а то мы в тот раз демонстрацию не включила и долго говорила. Сегодня у нас по счету 5-й урок. Сегодня мы будем, у нас будет тема этапы разработки сайта. Многие писали на прошлом уроке, было бы лучше, например, сегодня там практику сделать, не переходить именно на новую тему, но так как мы уже 2 практики, да, прошли, я лучше пройти новую тему, потому что практику вы можете запись посмотреть. И плюс, если сегодня останется время, мы с вами тоже немного разберем макеты. Итак, те, у кого микрофоны не выключены, да, пожалуйста, выключайте. Вот. Мы с вами... Извините, Джесс. Здравствуйте. Я всем выключила звук. Можете заново включить, пожалуйста? Все, включила. Спасибо. Угу. Мы с вами этапы проходили на первом уроке, но мы просто прошлись вот по первое это исследование, структура и так далее, но не останавливаясь на каждом из них. Сегодня уже разберем их более детально, каждую, да, и, например, что мы делаем на исследовании, на структуре. Получается, вот мы 3-е делаем прототип, 4-е дизайн, потом идет фронтенд, бэкенд и именно в самом конце тестирование. Начнем, значит, мы с исследования. Исследование включает в себя вот следующие этапы. Это бриф с клиентом. Бриф – это с английского как инструкция, то есть это набор, такой файл, набор вопросов, которые мы должны обговорить, прежде чем, да, приступать к нашей работе, обговорить с клиентом. Следующее – это сайты конкурентов. Мы исследуем, потом определение целевой аудитории. И в самом начале, получается, мы начинаем с брифа с клиентом. Это самый первый этап изначально, то есть перед созданием сайтов, это, собственно, выявление потребностей. Когда заказчик вам приходит, у него есть задача, у него есть потребности, у него есть боли, и он хочет сделать сайт, и для того, чтобы мы могли ему помочь, необходимо разобраться, какой конкретно ему сайт нужен. Может быть, он хочет сайт-визитку, либо интернет-магазин, либо он хочет что-то конкретное одно продавать, да, глобально. Для этого, может быть, ему одностраничный лендинг нужен. И это все выявляется вот на этапе брифа. И то есть на этапе брифа, на этапе разговора с клиентом. Этот разговор может быть как, например, вживую, да, вы встретитесь где-то за чашкой кофе, либо это если в компании вы зовете, получается, клиента к себе, либо сейчас как бы можно и онлайн проводить. И, как обычно, для брифа с клиентом вот, набор вопросов готовят заранее. Я в Notion скину, получается, набор вопросов. Есть знаменитый чек-лист, это 117 вопросов упаковки называется. Это сайт британской высшей школы дизайна, оно очень качественно преподает дизайн, оно находится в Москве. Вот у них есть чек-лист. Эту ссылку я также скину, то есть перед тем, как приступить к какому-то проекту, да, важно именно понять, какие, например, ценности у той компании, которая вот пришла к вам,
как он называется, да, вот даже элементарные вопросы. И тут вот прям набор этих вопросов. И эти вопросы, я бы сказала, они больше, знаете, маркетинговые, то есть их вживую лучше обсуждать, потому что их очень много. А также есть технические вопросы. Допустим, чтобы потом не было вопросов, я также их скинула вам в Notion. Вот тут есть технический бриф. Там тоже, это в документе Word, там тоже много вопросов. В том плане, там прям разделены на разделы, например, в дальнейшем, допустим, да, вы уже сделали проект, в дальнейшем, как он хочет, например, хочет ли он мобильную версию, хочет ли он там версию для планшета, хочет ли, чтобы на сайте были анимации, то есть вот типа таких вопросов. И так, и важно вот именно такие вопросы обсудить с клиентом, да, чтобы понимать, что он хочет, и вам уже будет легче приступить к проекту. Так. Далее это сайты конкурентов. На этом этапе нам нужно понять, какой именно, на каком рынке, да, этот проект, либо, то есть нужно понимать, мы должны сделать анализ рынка, анализ конкурентов. Главный, получается, смысл этого анализа заключается в том, чтобы понять, какие лучшие практики мы можем взять там на сайтах, да, которые нам понравились, а какие, например, худшие, как там его, практики, мы можем сразу отсеивать, то есть это нам не подходит. Итак, я сейчас покажу, как мы можем работать именно с сайтами конкурентов, чтобы не просто там смотреть разные сайты. Допустим, к вам пришел проект интернет-магазина именно продуктов, и вы, чтобы не забыть, чтобы зафиксировать лучшие и худшие практики, вы должны можете составить такую карту. Вы уже знакомы с инструментом мира, но как бы вы должны понимать, что и все инструменты, они вам просто помогают, да, в процессе вот работы. Точно такую же карту вы можете смело сделать и в Photoshop, и в Figma, да. В Figma, конечно, легче всего. В Мира просто вот эти вот карты все, они просто идут уже как шаблоны, и это просто быстрее. И если вы будете именно практиковаться в Мира, вам же и в плюс. Смотрите, как можно собирать конкурентов и выявлять плохие и хорошие практики. Мы сказали, да, допустим, к нам пришел интернет-магазин, и мы вдоль, получается, вот делаем таблицу, сюда на колонны размещаем именно те магазины, на которых мы ориентируемся, конкурентов. Вот эту информацию я сделала сегодня, то есть это не надо принимать как достоверную, да, информацию. Это просто как концепт работы. И получается, по вертикали мы пишем, куда мы смотрим. То есть те или иные страницы размещаем. Потом тут еще могут быть другие страницы, как корзина, авторизация. Авторизация – это окно, когда мы заходим на интернет-магазин, и там регистрация, там, либо если вы уже проходили регистрацию, это авторизация, а потом могут быть там другие страницы, там как карточка товара, каталог. И еще должно у вас быть, что сильно понравилось на этом сайте и что не понравилось. Таким образом, мы понимаем, да, как мы делаем хороший продукт. Мы плохие практики отсеиваем, хорошие принимаем себе, да, и принимаем, то есть применяем именно в своей работе. Давайте разберем по порядку. Допустим, у нас есть окно авторизации и есть магазины разные. Мы заходим, мы делаем, допустим, не мобильную версию, а десктоп. Значит, мы заходим в Ашан,
интернет-магазин, и видим, что есть возможность зайти по номеру телефона, но СМС не пришло. То есть это уже минус, да? То есть пользователю уже неудобно, то есть ему СМС не пришло, он должен обращаться там, как его, в службу поддержки, говорить, у меня СМС не пришло, я не могу вас зарегистрироваться. Дальше, например, да, нет возможности регистрации по номеру телефона. Это не совсем удобно. Допустим, у человека нет почты email или еще что-то, да, или он просто не хочет, чтобы email ему спамили, он хочет по номеру телефона. Тоже минус. Допустим, зеленым выделяем то, что нам понравилось в этом магазине. Тут, например, вход и регистрация по номеру телефона удобно и быстро они сделали. Дальше видим, что крутой интерфейс, окно авторизации, берем пример. И так вот пишем, чтобы не забыть. Потом можем возвращаться и по отдельным страницам смотреть и применять это. И с таких вот страниц может быть несколько, я просто для примера, да, так раскидала. И следующее, например, что сильно понравилось. То здесь отмечаем те пункты, которые вот в конкретном магазине очень понравились, и точно берем как пример. В каталоге вывели самую актуальную информацию, тем самым страница смотрится чисто и аккуратно. Допустим, например, на этапе оплаты заказа есть возможность оплатить со всеми видами платежных систем. Или, например, худшая практика, да, как нельзя делать, например, нет возможности оплатить Apple Pay. Как бы не то чтобы как нельзя делать, но если бы там, допустим, разработчики, которые проектировали, включили бы Apple Pay, то было бы, конечно, пользователю удобнее. И тем самым вот анализ конкурентов мы понимаем, как мы можем сделать продукт еще лучше. И в анализ конкурентов входит не только вот мы смотрим именно структуры, да, как лучше делать, как тот или иной блок находится, но и потом в дальнейшем мы к ним возвращаемся, как они сделали именно визуал, да, то есть UI. Такие вот штуки. Этот пример я также закреплю в Notion, и вы можете по своему примеру их делать. Так, возвращаемся. Дальше у нас определение ЦА, это целевая аудитория, да? Почему это важно? Допустим, есть продавец, возьмем, да, так, к примеру, который продает, как там его, для балета туфли. И он стал, нет, давайте не этот пример. Мы все знаем, да, вот есть люди, может быть, и среди нас есть, кто работает Oriflame, Avon, и, допустим, вот девушка работает в Oriflame, да, и она пошла с этим каталогом, не знаю, в завод, где работает только мужчины, допустим, да, и понятное дело, да, там будет меньше шансов продать, чем бы она пошла, допустим, в завод, где работали все, ну, как бы женщины. И вот в этом плане, да, вот просто простой пример, почему нам нужно определить целевую аудиторию. Это важно именно на каких приемах мы должны делать, выделять какие блоки, да, какие нет. Тут еще есть у меня чек-лист, как составить портрет, чтобы вот мы рисуем портрет именно целевой аудитории. Мы первые пишем, то есть узнаем пол, возраст, уровень дохода, это вот социально-демографический, да, как там его, портрет. Там мужчина, 35 лет, там семейный и так далее. Вторым портрет составляем, где он проводит свободное время, в каких социальных сетях он зарегистрирован. Это тоже важно, потому что потом в дальнейшем, чтобы рекламу, да, правильно размещать. Есть люди, например, которые пользуются только Фейсбуком, есть люди, там, есть старшее поколение, да, которые пользуются Одноклассниками, да.
Какие проблемы клиента может закрыть ваш товар или боль? Тоже отвечаю на эти вопросы. Какие эмоции вызывает ваш товар? Вот тут я хочу один пример привести, который мне прям запомнился, да. У меня был коллега, он сейчас не работает в нашей компании, и он долго делал сайт банка. Не буду говорить название, потому что сейчас мы еще работаем с ними, и до сих пор он не готов, уже лет, наверное, 3-4 мы с ними работаем. И была страница входа в интернет-банк. Там был зайти в личный кабинет, и есть зайти. И там нужно было подобрать картинку. И я помню, этот коллега нарисовал, наверное, 15 версий этого входа одной страницы, да, а тот человек, который принимал решение, это была женщина, она все никак не принимала. И он в конце уже не знал, что делать. Потом он нашел эту женщину в социальных сетях и стал изучать, как она живет, что она делает, что она больше любит. И оказалось, что эта женщина любит очень собак. Потом мой коллега, значит, делал форму, да, входа в интернет-банк и справа разместил очаровательную собаку, по-моему, золотого ретривера. И после этого эта женщина приняла этот макет. То есть видите, как мы можем именно, да, влиять на людей, да, и эмоции тоже важны. Я часто это вспоминаю. Так, с исследованием мы определились. Теперь мы переходим к структуре. То есть мы теперь понимаем, да, какими конкурентами мы можем взять примеры. Мы понимаем, как вообще выглядит, да, этот интернет-магазин. Мы теперь знаем нашу целевую аудиторию. Теперь мы переходим к структуре. Как вообще делать структуру? Раньше структура делалась, знаете, вот просто, не знаю, сейчас уже все новое. Раньше структура сайта просто она, вот был просто текстовый блок, и просто писались структура сайта именно по текстовым, там, 1, 2, 3, 4, 5. Это жутко было неудобно. Сейчас же появилась MindMap. MindMap – это карта сайта, умная карта, да, и сейчас структуру делаем вот таким образом. В том же Мира, вот если вы зайдете на главной странице, вот тут, если анализ конкурентов, мы можем в Figma делать, а вот карта сайта достаточно, конечно, удобно делать именно в Мира, потому что у них есть именно раздел MindMap. Видите, MindMap? И вы переходите вот по этому разделу и начинаете вот писать вашу структуру сайта. Начинается, конечно, с главного и составляете именно древо. И вот я уже подготовила вам пример. У нас тот же интернет-магазин, да, и, допустим, мы какой-то делаем, интернет-магазин по типу там перекрестка. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. В России, кстати, сейчас они прям очень развиты, они прям друг друга смотрят, какие фичи, да, фишки кто доставляет, потом у других появляется, да. В Кыргызстане, я, к сожалению, я много лет просто живу в России и понимаю, да, рынок. Я знаю, что в Кыргызстане есть магазины разные, Глобус, я просто не знаю, есть ли у них интернет-магазины. Я думаю, есть, наверное, приложение, и если мы будем с вами
в этом направлении двигаться хорошо, мы можем также и в Кыргызстане развивать именно эту сферу. И смотрите, да, у нас есть интернет-магазин, у него есть на втором блоке каталог, да, разные. Есть баннер, где они прям продают акции их. Также есть по разным категориям суперцены, там все для отдыха. И для этого у нас какой-то клиент новый, да, к нам пришел, и нам нужно сначала определиться со структурой. И поэтому мы делаем такую структуру. Мы пишем главное, значит, и от главной мы уже уходим. Вот, допустим, главный баннер, да, у нас есть там акции, есть описание, call to action, переход на конкретную акцию, да. Дальше мы делаем категорию товаров. В этой категории у нас есть овощи, фрукты, молочная продукция, там и другие категории. Дальше у нас блок с доставкой. Мы говорим клиенту, что у нас есть доставка, вот прочитай, вот читай поподробнее. Есть рецепты, есть футер. В футере мы размещаем контакты, соцсети и дубль категории товаров. И на самом деле вот такая вот структура, она может прям продолжаться до бесконечности. Ну, не как бесконечности, она может быть огромной. То есть я сейчас здесь сделала, конечно, такой маленький пример, да, но вы представьте, если бы это была структура сайта банка. У банка есть ипотека, есть кредиты, у кредита есть еще какие-то, да, и так почему полезно делать структуру? Вы приходите с этой структурой к клиенту, и он понимает, допустим, вот тут еще какая-то страница продукта. Так, не пишется, ладно. Допустим, вот тут есть страница какая-то, и тут еще страница какая-то есть. И он говорит вам, вот эта страница, она далеко ушла, нам бы его поднять выше, да, нам бы хотелось, чтобы пользователь его увидел раньше, чем, например, вторую страницу. И для этого нужна, чтобы у нас тоже, да, мы понимали, где что будет находиться. Структура тоже очень важна. Дальше. Вот, да, как оно выглядит. Мы закончили, значит, со структурой. Мы понимаем, какая структура у нас есть, после какой страницы какой идет. Мы понимаем, да, какой раздел относится к подразделу и так далее. И приступаем потом уже к прототипу. Прототип – это, представьте себе дизайн, но представьте его без картинок, без вложенности. Это и есть прототип. Прототип нам нужен для чего? Вот на 3 вопроса он должен отвечать, и все. Никакой картинки не должно быть в прототипе. Я далее скажу, почему. Он должен отвечать, что на странице, зачем этот блок, ну, то есть нужен он или нет, да, или можем удалить вообще. И как это будет работать, то есть по нажатию на эту кнопку мы куда попадем и так далее. Прототип можем где делать? Мы сначала берем бумагу, берем разные там фломастеры, кому как удобно, да, и рисуем прототип сайта. Тот же интернет-магазин, да, мы понимаем, мы написали структуру, главное, да, мы понимаем, что на первом у нас будет там логотип, корзина на верхней странице, потом описание какого-то продукта, потом дальше там разные виды товаров, да, чтобы там пользователю сразу видно было, да, может, он хочет купить. И таким образом мы делаем прототип. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит, когда оно может быть в фигме. Это моя, когда я еще училась на курсах, вторая работа. То есть, получается, вы делаете на бумаге, а потом можете его перенести в фигму. В фигме раньше были какие-то программы, но сейчас все делают уже в фигме.
То есть вот так выглядит прототип именно в Figma. У нас есть, мы уже не ищем, да, логотип, именно вот картинку, да, какую-то, мы просто условно обозначаем. Тут будет лого, тут у меня будут разные иконки, там, корзины, поиска, да, тут у меня будет заголовок, кнопка будет, какая-то картинка будет и так далее. Почему важно, я сказала, да, чтобы не, как там его, не размещать везде картинки, потому ну, в конце работах-то это ничего, а вот когда будете с клиентом работать, вы, например, прототип вы будете согласовать с клиентом, да, почему? Потому что он будет понимать, там, например, вы покажете второй блок, он может сказать, я не хочу во втором блоке эти блоки и так далее. Вы уже предварительно, когда уже к дизайну не приступили, вы предварительно согласовываете. И когда вы, например, покажете прототип, где будут картинки, он может подумать, что это дизайн. То есть вы, он может подумать, зачем я наняла там этого дизайнера, там, он, оказывается, не умеет или еще что-то, да, то есть он может перепутать, что это прототип, это дизайн. Поэтому картинки на уровне прототипа мы не ставим. Так, с прототипом мы определились, да, как мы рисуем. Сейчас мы будем делать следующую штуку. У нас, к нам пришел владелец пиццерии. Он давно продает пиццу на какой-то там известной, да, точке. Но у него брат есть, который тоже продает пиццу, но у него есть интернет-магазин у брата, и у него 2 раза лучше продажи. И он к вам приходит, вот этот, который без сайта, и говорит, я хочу интернет-магазин пиццы, я хочу продавать в интернете. И давайте сейчас проведем такой fast дизайн. Сейчас мы ответим на такие вопросы и определим, мы подготовим именно к прототипу, а потом после этого вы уйдете в комнате и сделаете прототип. Смотрите, сейчас в чате будем работать. Я подготовлю себе. Будете отвечать. Смотрите, к вам пришел дяденька, да, он хочет продавать пиццу в интернете. Как думаете, какая будет этого сайта целевая аудитория? Напишите в чат. Я буду писать. Отлично, офисы, молодежь, тинейджеры, студенты, любители фастфуда, праздники. Супер. Сейчас я только успею написать. Так, студенты написали, молодежь, дни рождения. Вечеринки, да, тоже, кстати. Давайте именно по этим, как там его, по именно люди, кто, да? Занятые люди, да? Точно, занятые люди. Сотрудники, да, вот где здесь офисы. Как думаете, холостяки входят в эту целевую аудиторию? Да, парни от 16-30, да? Холостяки напишем. Так. Ну и не только, да, холостяки, семьи тоже, да, с детьми. Кто-то писал. Семьи с детьми. Так. Пока что нам хватит. Его выровняем. Сюда поставим. Ленивые. Так, теперь, смотрите. Следующее. Что важно? Здесь я что хотела?
чтобы вы написали. Что важно, это у нас сайт будет, да, будущий, и что важно, чтобы на этом сайте было. Напишите. Отлично. Цена, меню. Мы пишем интерфейсные, да, элементы. Скидки. Да, отлично. Нет, скидки не то, что важно. Кто-то писал акции, по-моему, важно. Так. Ассортимент. Меню написали. Что еще? Контакты. Вот, супер. Контакты однозначно. Что еще? Фото это однозначно. Адрес. Так. Что еще должно быть у нас на главной странице? Подумайте. Оплата. Супер. Соцсети. Отлично. Да, действительно, вот вы правильно, да, пишете оплата, да, потому что бывают такие сайты, да, когда забывают оплату сделать, а товар не продается. Такое тоже бывает. Теперь, что важно, мы написали. Давайте теперь, что может быть интересно. То есть, как бы без этого может жить сайт, но было бы прикольно тоже добавить. Как думаете, что? Кухня, отлично. Акции мы написали, доставку написали. Что еще? Ассортимент написали. Фотки. Ну, без фоток куда? Рецепты, супер. Анимация, отлично. Как думаете, было бы прикольно, например, добавить на этот сайт такую эмоциональную историю, типа там пицца по какому-то старинному рецепту, что-то такое. Можно было бы видео сделать, да, на эмоции, да, сыграть? Эмоциональное видео. История, да, история, точно. Теперь на 4-й это у нас, что мы можем дать. Здесь мы пишем, ну, тут я напишу, что мы можем дать именно клиенту. От нас дизайнер, значит, возможно, у нас есть плюс разработчик. От нас еще, например, на сайт нужен текст, да, от нас копирайтер будет, который будет писать текст. Что еще? Менеджер, да, который будет за всем этим следить. Это такие уже рабочие моменты. Теперь мини-воркшоп. Сейчас сделаем вот так. Мне сказали, что лучше идти в этот Discord на комнату, да, вы, оказывается, уже делали так. И вы уже будете по группам разделены, там сколько человек, да, и мы с вами поняли, как делать прототип, да, мы поняли на сайте, что будет, да, и сейчас поделитесь на команды, сначала обсудите именно, что будет на странице, именно по экранам, да, первый экран, что у нас есть, второй экран, что у нас есть, третий, четвертый экран. Потом кто-то один, либо, может быть, помогут вам, нарисуете структуру именно поэкранно. Потом, если у вас будет возможность его загрузить на компьютер, как-то сфоткать, да, либо если вы уже владеете фигмой, сделайте в фигме. В общем, важно то, что вы потом включите демонстрацию и покажете именно по блокам, что вы нарисовали, почему, объясните, да. И важно сейчас, чтобы, понятное дело, да, комнат будет много, и мы послушаем 2 команды только, да, и на их примере поймем, как могли бы сделать сайт. Вот, давайте тогда начинаем.
Так, Ару, ты здесь? Подскажи, пожалуйста, в этом зуме мы остаемся, да? Просто они, участники уходят в Discord, да? Да, ребята, если вам уже эта схема знакома, идите тогда в Discord и обсуждайте с командой. Я не сказала время, да? Время ровно 8 минут. Все, сейчас я включу таймер 8 минут. Через 8 минут мы придем и 2 команды послушаем. 8 минут. Время пошло. В Zoom мы хотели, но организаторы сказали, что лучше в Дискорде. Так что идите в Дискорд. Все, через 8 минут встречаемся, время пошло. Пицца, да, тема пицца, ребят. Делаем сайт для пиццы, чтобы пользователи могли купить, зайти пиццу. Дизайн не делаем, да, помните, мы делаем прототип. Именно обоснованно делаем блоки, где что находится. Извините, Да. я немножко отошла. Мне нужно будет открыть сессионный зал, да? По-моему, нет, уже все ушли в Discord, сейчас вернутся через 8 минут. Хорошо, тогда остановить запись, да? Ну, пока пауза. Паузу, да, если можно. Хорошо. Я, по-моему, да, запись делаю. Я должна остановить, или вы тоже можете? Я тоже могу. Хорошо тогда. Добрый день. Добрый день. У меня демонстрация экрана отключен. Все разрешила. Все, отлично. Так. Видно, да, теперь? Да. Комната Калифорния. Угу. Это получается вот первая страница. Макет сделан на Corel Draw, на скорую руку. Угу. Ну вот слева У вас у нас какое-то логотип. эхо. У вас телефон еще параллельно или почему? Да. Мне кажется, вы еще не вышли из Дискорда, поэтому у вас эхо. Проверьте. Алло.
Теперь слышно? Да. Видимо, эхо не пропало, да? Скажите что-нибудь. Раз. Ну, Раз, пойдет. как слышно. Да. Тут у нас получается главное меню. Главное меню есть у нас меню главное, виды, оплата, новинки, рецепты. Подождите, у вас демонстрация как-то замерла. У вас тут главный экран в виде. Вы его и говорите. Хорошо, продолжайте. Простите. Ну вот снизу у нас получается сайт меню. Потом в сайте меню будет история рецепта и несколько вариантов как бы пиццы. Мгм. И вот потом будут акции, Мгм. и снизу футер, и вот эти красные кнопки у нас получается от соцсети. Мгм. Сделали соцсети тоже сверху. Получается у нас корзина вместе с поиском. А тут как бы Мгм. главный слайд. Мгм. У нас слайд будет переключаться сам по себе. Да. Мгм. Там будут акции, да? Есть и акции, и другие виды пиццы, наверное, скорее всего, будет. Мгм. А там будет кнопка. Кнопка перекрутки? Кнопка именно переходу к той или иной акции или продукту. Да, тут она ну, как бы не просто слайд-шоу, а именно когда при нажатии фотографии она идет Мгм. к определенному Мгм. страничке. Так как кнопка у нас важный элемент на сайте, его надо также именно писать, да, что тут будет кнопка, потому что клиент, он может сказать, что тут будет фото, а мне фото не надо, мне нужен баннер с кнопкой, он может сказать. Потому что и поэтому надо, когда продавцы будете делать, кнопку тоже указывайте. Так, у вас сверху получается меню, главное виды, оплата, новинки и рецепты, да? Да. Ага. Он у вас будет в таком виде, то есть корзина будет снизу меню, или она будет в другом месте, или просто не влезла? Просто не влезла. Мы думали Где просто она как это. должна быть, корзина? Ну, мы думали вот этот поиск, наверное, вот сюда, где-то вот сюда, например. А корзину думали, ну, как бы возле главного, и также вот, как бы, сейчас, минуточку. Каждый, возле каждого товара, может быть. Мгм. Ну, возле каждого товара не стоит, а вот, допустим, мы можем подвинуть соцсети слева, чтобы было поиска, а корзина пускай будет в самом верху справа. Потому что, знаете, корзина именно вот у пользователя это очень знакомый именно UX-паттерн, когда вот пользователь заходит на сайт, он в первую очередь, он уже знает, да, по опыту, что корзина стоит справа наверху, то есть и курсор сразу туда идет. Отлично. А можете еще подвинуть, вниз прокрутить? Ага, тут у вас рецепты, да? Было бы, например, удобно вместо, рецепты, конечно, важно, возможно, он был бы после акции, да, возможно, стоило, например, вместо рецептов сделать именно прям каталог, мини-каталог с продуктами, с товарами, вот пицца, там, маргарита, еще что-то, да, комбо, и внизу карточки каждой кнопка прям добавить в корзину. Было бы, наверное, эффективнее, да, продавать. Это получается вот так, да, имеете в виду? Нет, корзину мы вообще убираем. Вместо, получается, у вас вот рецепты, вместо просто рецептов у вас карточки товаров. Карточки товаров – это конкретные товары, да, с определенным товаром, например, пицца. Так. Ну, с этим мы определились. Можете прокрутить вниз?
Мгм. Это все. Было бы, вот мы когда обсуждали на 4 поделили и писали, да, что важно, и среди них было отзывы. Как думаете, на главном экране сайта пиццы было бы полезно отзывы читать пользователям? Да, конечно. И отзывы, знаете, какой момент? Отзывы не просто отзывы, это отзывы сейчас можно с Инстаграма сразу как бы выводить, чтобы Это автоматом с получается Инстаграма, да, отзывы после были. акции, да? Нет, после, потому что, да, акции важнее, чем отзывы. Он обычно отзывы перед футером ставит. Так, ну, спасибо, Роберт. Мне понравилось то, что вы основательно подошли к заданию, что вы прям нарисовали это в инструменте, а не на бумаге, да? Это тоже плюс. Давайте теперь передадим слово другому участнику. Ага, спасибо вам. Да, вам спасибо. Олджо, вы здесь? Вам нужна помощь? Да, я просто не смогла понять, кто первый поднял, кто второй, и было бы хорошо, если бы вы выбрали. А, давайте. Тут же Чусуп вроде, да? Да, давайте Дюсупа выберем. Давайте. Алло, Саламатсызбы. саламатсыздар, қандайсыздар, жақсыларбы? Меня слышно? Да, демонстрацию включить. Так, демонстрация экрана. Все видно, да? Да, фигми, да, сделали? Да, фигни сделал. Супер. Расскажите нам М, по По структуре. структуре, ну, за такое короткое время, конечно, ну, много чего не придумаешь. Ага. Так как я еще работал один, можно сказать, ну, помогали там чуть-чуть. Угу. Быстро набили некоторые сайты в Гугле там по пицце, там Додо Что вы именно пицца. смотрели? Шапку смотрел в основном. Какие сайты? Додо пицца, например. Отличный выбор. Потому что Додо Пицца, она круто работает именно с интерфейсом. Я хотела потом показать вам сайт Додо Пиццы. Они делают разные тесты, да, тестирование, исследования и выводят именно на страницу, что именно важно. Окей, давайте теперь по вашему макету пройдемся. Угу. У них там очень, ну, по-разному выглядело. А я сделал такой типичный, слева лого, сверху главное то, что меню, о нас, контакты, отзывы и акции. И корзиночка. А здесь были бы всякие там, ну, вы вроде показывали, акции какие-то, которые крутятся, мотают. Дальше доставка пиццы. Тут можно выбрать комбо, там, закуски, десерты, можно добавить еще разные разделы, типа не пицца, а суши, всякие другие. Супер. Вот. Сортировать можно по цене и там по еще Да. чему можно сортировать. Вот. Так, это у вас карточки товаров. Да, карточки товара. Отлично. Знаете, почему я, сказала ребятам из Калифорнии, я так понимаю, выводить именно на главную карточки товаров. Потому что сейчас Google, как работает поисковик, когда он видит, что сайт именно работает, живет, то есть на главном карточке товаров еще лучше, если они меняются. То есть вот сейчас, например, у вас стоит акции, а завтра у вас там будет стоять именно популярное, что люди часто заказывают. И когда на главном экране происходит такая жизнь, меняется карточки товаров. Google, когда вы ищете в поисковике пиццу, оно выводит именно живые сайты
первее, чем, например, те сайты, на которых не было изменений. И поэтому сейчас вот многие интернет-магазины на главный экран выводят такие карточки товаров именно, чтобы это, во-первых, сайт живет каждый день, во-вторых, пользователь, вот почему он приходит, да, на сайт интернет-магазина, он хочет выбрать продукт, и он сразу видит продукт и выбирает в корзину. Ага, что у вас дальше? Понятно. Вы имели в виду, когда обновляется, имеется побольше кнопок должно быть или побольше, чем... Нет, смотрите, как работает, вот вы видели, когда я показала перекресток в интернет-магазине? Угу. И вот Имеется в виду, когда автоматом все двигалось, там... Да, не то чтобы автоматом, да, там настраивают, чтобы... При направлении курсора там, или когда... Нет, чтобы каждый день контент обновлялся. Допустим, то есть вы зайдете сегодня в перекресток интернет-магазин, там будут суперцены, карточки товаров, там шашлык, мангал и кола, да? Вы завтра зайдете, суперценам будут уже другие товары, Рафаэлло, торт и так далее. То есть контент меняется, и сайт, он каждый день обновляется. Это хорошо для сайта. Понятно. Ага, и внизу у вас футер, да? Самый ужасный футер, да. Ну, вы очень, да, себя, как сказать, мы же все, да, себя не ценим, но вы очень отлично сделали. У вас, ну, прототип мы сейчас не смотрим, да, когда прототип делают, то на дизайн не смотрят. Важно тут понимать, в каком экране что у нас будет размещаться. Понятно, да, вот вы зашли, у вас первый экран бы встречал оплата заказа, да? То есть, ну, как бы, зачем нам оплата заказа, мы хотим посмотреть товары. Для этого нам нужен прототип, чтобы понимать, на каком экране, в каком блоке, что будет. Вот. Отлично. Вы делаете домашние задания? Первое делал, да. Отлично. У вас есть талант к дизайну, продолжайте в таком же духе. Так, ребят, давайте не будем, да, много останавливаться на этом. Мы поняли, да, зачем нам прототип, поработали, да, как это делать. В следующих, например, домашних заданиях мы будем включать в себе именно работы прототип, чтобы потом нам легче было собирать портфолио, потому что когда вы будете собирать портфолио на Behance, у Behance есть правило, когда они пишут свои этапы работы, и дизайнер пишет там, вот я сначала делал прототип, и для этого вы должны прототип сделать. Так, теперь прототип тоже должен быть в портфолио? Да, мы потом это пройдем. Вообще, да, включается в портфолио. То есть поэтому я и вам показала, вот когда я делала, да, работу свою, я сделала вот такой прототип каждого экрана. То есть я сначала его делала на бумаге, потом просто красиво перенесла в фигму, да. У меня вот прототип главного экрана, а потом идет страница каталога, именно конкретно, и страница конкретного товара, именно карточка. Так, пойдем дальше тогда. Теперь, значит, именно по этапам мы сделали структуру, мы сделали прототип, и дальше, соответственно, у нас все готово, идет дизайн. И тут на этапе дизайна у нас что мы делаем? Мы должны понять, какой стиль больше нравится заказчику, подобрать цветовую палитру, придумать образы, подобрать шрифты. Сюда же входят фирменный стиль, логотип, текст и видео. В компаниях, как бы, ну и не в компаниях, и когда в фрилансе, да, работают дизайнеры, они обговаривают с клиентом, как будут делать именно, наполнять контент. Либо это может быть, он предоставит вам, ну, как текст, либо если у него нет текста, вы с ним обговариваете, берете ли вы копирайтера. Если не берете, то он вам помогает, да, и вы тоже должны уметь именно
писать текст не то чтобы красиво, а именно нужную, да, информацию. В дизайне рыботекст не приветствуется, да, помните, мы там в программировании на уроке нам показывали рыботекст, это там лорем, и в дизайне это не приветствуется, потому что каждый текст, он должен что-то нести, именно смысл. И я очень настоятельно рекомендую вам вот эту книгу. Я сама его читала 2 года назад. Это Ильяхов, да, по-моему. Он редактор, где-то работает. В общем, эта книга вообще суперская. Она большая, но она прям читается на одном дыхании. Она полезна дизайнерам, копирайтерам, менеджерам, всем тем, кто работает именно в этой сфере, в диджитал-сфере. И тут описывается, как писать текст, как не надо текст писать, да. И тут не только про текст, еще и говорится о том, как вести именно переписку там по работе. В общем, очень полезная книга. И когда вы приступаете к дизайну, есть такое понятие, как moodboard. Не знаю, слышали или нет, это когда вот вы приступаете именно, вот к вам пришел заказчик какой-то с какой-то темой, и он просит начать дизайн, и вы, хорошо, когда у него есть фирменный стиль, да, у сайта уже есть там и цвета, и шрифты, но там зачастую бывает так, что у сайта нет фирменного стиля, и тогда нам нужен moodboard, это доска настроения. Я сейчас покажу, как я его составляла. Можно составлять его в Pinterest. Почему это удобно? Потому что в Pinterest работает нейронная сеть, которая очень правильно выводит примеры, которые вам нужны. И когда вы зайдете в профиль, это я уже собрала, да, вот у меня по работе нужно было, к нам пришел банк, и им нужно было сделать редизайн сайта. И у сайта такой синий-красный цвет, и чтобы обновить, да, сайт банка, я собирала moodboard. То есть moodboard это не обязательно должно быть именно по сайтам, то есть как блоки, да, выглядят. Тут больше про настроение, про стиль, про концепцию, как вы хотите передать, да, в какой стилистике это будет. То есть там это будет, у вас на сайте будут живые фотографии, либо у вас будет иллюстрации, да, те же цвета, какие будут. И можно брать там смежные области, да, графический дизайн, либо рекламу, и вдохновляться. Плюс, конечно же, добавляйте в эту доску сайты, которые вам понравились именно по этой тематике. И это вам поможет именно при создании концепции. Как собирать доску? Сейчас я покажу. Вот вы на главном, вы ищете какие-то примеры, да, и вы просто вот стрелочкой так, секунду, у меня медленно грузится. Вот если вы нажмете «Сохранить», так, секунду. Вот тут вот, получается, есть кнопка «Сохранить», и слева дроп-даун, да, стрелка вниз. И тут вы выбираете, куда вы хотите сохранить, и создаете доску отдельную. Например, назовете его «Доска настроения». Настроение. Можете секретную сделать и сделайте готово. И в дальнейшем вы именно сохраняете на эту доску. Таким образом, потом в профиле заходите и свою доску смотрите.
Ну, не только в Pinterest вы можете собирать доску настроения, вы можете также там где-то увидели картинку, скачать его и уже в фигме собирать мудборд. Дальше вы, получается, вот уже у вас есть стиль, у вас есть шрифты, у вас есть прототип, да, у вас есть структура сайта, и вы уже смело можете приступить к дизайну. Важно сейчас вам понять, что вот то, что я говорила, это для таких больших проектов, или либо, может быть, в компанию, да, потом вы пойдете работать, вы должны знать эти этапы работы, либо, может быть, вы будете работать на фрилансе, да, тоже нужно понимать эти этапы работы. Но вот в нашей, получается, в конце работах, да, в домашних заданиях мы делаем по-другому, потому что мы не работаем, да, с клиентом, заказчиком. Далее, получается, вы сделали дизайн, у вас готовы макеты, готовы именно десктопная версия, планшетная версия, мобильная версия, и здесь этап передачи макеты разработчику. Тут инструменты, которыми вы передадите. В фигме, если вы замечали, тут есть раздел «Код», и разработчики зачастую берут в фигме. Раньше, например, Zeplin — это программа, которая раньше, например, до Figma была популярная программа Sketch, и дизайнеры, которые рисовали в программе Sketch, они передавали через Zeplin. Ну, вы тоже должны знать об этом инструменте, чтобы потом, да, когда устроитесь, чтобы, ну, вдруг эта компания работает до сих пор в Zeplin, да, чтобы вы тоже знали эту программу, просто для кругозора. Ну, в Photoshop я не думаю, что кто-то рисует дизайн. Вот он так вот выглядит, Zeplin. И отсюда просто даете ссылку именно разработчику, именно вот Zeplin, но для разработчиков. И что важно при передаче макета разработчику? Важно, чтобы... Помните, мы когда во второй практике работали с текстом, работали с первым экраном, я слева группировала слои. Группировала, например, на первом экране какой-то текст, или кнопка, да, выбирала прямоугольник, выбирала текст, группировала и называла кнопка. Вот все слои по группам это и есть. Нужно все сделать такую структуру, чтобы было понятно и вам, в первую очередь, когда вы передадите дизайнеру, да, другому в отпуск пойдете, у вас должен быть порядок в макетах. И разработчику тоже будет удобно верстать, да, сайт, чтобы косяков меньше было, и вы энергию тоже не потратите. Дальше одна сетка. Мы сетку проходили с вами, и лучше придерживаться вот одной сетки, потом вы тоже, да, разработчику вам проще будет объяснить. Вот я по такой сетке делал, будь добр, делай так же, да. UI-кит передадите. UI-кит, что это такое? Когда мы делаем дизайн, мы создали проект, у нас много очень, состояний, да, разных элементов. И сейчас мы отдельно, в отдельном разделе создаем так называемый UI-кит. Что это такое? Это набор именно интерфейсных элементов. Допустим, вот кнопка. Это вам, во-первых, удобно, во-вторых, вот дизайнеру удобно передавать, и в-третьих, разработчику. Он будет знать, вот нормальное состояние кнопки, вот по наведению вот такое будет. Это, вот, например, disable – это неактивное состояние кнопки. И когда он будет верстать и вот на этапе программирования, они сюда будут приходить и брать вот кнопки. То есть они же не будут искать везде в макетах, а где у него там неактивная кнопка, как она выглядит, как я должен его сделать, да? И вот разработчику очень удобно такие UI-кит передать. Вот вы ознакомились теперь, что такое UI-кит. Ну и потом, соответственно, вы передали разработчику, он пишет код,
да, разметку, потом он передает, тут, ну, мы сейчас, да, как раз проходим это все, как сайты создаются, да, сейчас мы проходим фронт-энд, они добавляют CSS, стили, да, на сайт, а потом у нас он, фронт-энд разработчик сделал сайт, в точности, как мы видели, да, как мы передали, и чтобы он работал, например, чтобы кнопка при нажатии отправляла на сервер запрос, чтобы это все, сайт работал, делает бэкэнд, и все, сайт готов, и на этом не все. Потом делает, самое главное, это тестировщик, он такой занудный человек, который, например, форма у нас есть, который будет проверять каждую форму, каждую кнопку, как она работает. Например, есть форма с 10 инпутами, да, и он, например, нажмет на первый инпут, заполнит, кнопку там отправит, а потом вторую сделает, потом третью, и каждый шаг он распишет и выявит ошибки. Даже если их нет, он выявит ошибки. И все, после этого сайт готов. Так, что у нас тут в чате творится? Кто-то читал «Пиши, сокращай», да? Классная книга. После курса можете ли работать в Москве? Конечно, потому что на самом деле, да, я вот передаю вам те знания, которые я сейчас знаю, и я работаю в Москве, и почему бы вы не смогли бы, да, работать в Москве? Также вы соберете, как я, портфолио в Behance, я также отправляла свой Behance разным компаниям, и они приняли, и самое главное, вот учиться, собирать портфолио, а потом отправлять будете по компаниям. Так, я еще хотела, знаете что, в конце у нас есть немного времени. Давайте я пройдусь по дизайну. Вот первый экран, да, вы делаете. Достаточно хорошие варианты вот приходят по первому экрану, так что вот тем, кто, ну, трудно делать полноценный, вот отправляйте такие первые экраны, они намного проще, да, делать и очень красиво выглядят. Вот Мирим отправила работу, да, Мирим сюда, я сразу скажу, да, цвета отличные, вам нужно, знаете что, немного, во-первых, выделить отдельно заголовок, чтобы был контраст между заголовком и просто текстом. Сделать текст поменьше, сделать заголовок, добавить кнопку и сделать поменьше логотип. Вот тут. Вот тут надо выровнять логотип с меню, пунктом меню. Видите, у вас меню, а логотип немного вниз ушло. А так вот хоть тут заголовок вы выделили, так очень красиво выглядит. Вот внутреннюю тень лучше убрать с кнопки, сделайте внешнюю тень. Внутренняя тень немного грязновато выглядит. А так в целом отлично. Мне вот это понравился. У меня, кстати, идея была тоже, да, кыргызскими писателями что-то замутить. Чистый дизайн очень. Видно, что вот, кто? Ирлан смотрел разные сайты, вдохновлялся, да, потому что видно, что он брал, да, например, примеры вот композиции, именно поддерживающие элементы. Так, больше биографии. Можно, кстати, Ирлан, вам развить эту историю, да, и продолжить именно страницу, да? Отлично.
Я бы вот навигационные цвета немного поменяла бы, потому что у вас такой темный, такой элегантный цвета, стиль, а вот тут зеленый и красный немного не подошли. Поменяйте его на какой-нибудь золотистый, что-то в этом оттенке. Мне вот писала, вот, хотела вот это обсудить. Вот, девушка, получается, отправляла свой макет, а сейчас, оказывается, она еще исправила по тем комментариям, которые я ей говорила. По-моему, в первом варианте логотип был огромный, вот сейчас он стал, да, меньше и лучше выглядит, тут воздуха больше. Вот в этом женский спортивный клуб можно трекинг, межбуквенное расстояние уменьшить. Вот сейчас видно, что прям она улетела, да? Вот тут то же самое. И из-за этого шрифт кажется каким-то воздушным. Хотя воздушным надо делать, когда у вас все заглавные буквы. А когда маленькие буквы, лучше не стоит. Трекинг должен быть положительный. Тут композиция удалась, но можно разбавить какой-то картинкой, да? Текст, кнопка, ну, после первого экрана выглядит скучновато. Попробуйте текст, шрифт вот, делать так, как я сказала, и смотрите, у вас «Анас» — это заголовок, а текст, он должен быть меньше, чем его заголовок. Если это не заголовок, если это просто пункт, то нормально. И еще вот тут можно убрать нижнее подчеркивание, потому что нижнее подчеркивание мы делаем ссылку, но тут и так понятно, что это кнопка, да? Вот тут можно добавить аватарку, да? Круглую аватарку с какой-то лицом. Вот тут отличные мне понравились блоки. Композиция, да, не скучная, вот так смотришь, текст поменяйте, шрифт, то есть сделайте немного потемнее, вот сейчас он серый, он не читается, и удалите лишний хост, я показывала в этом фотошопе. Так, какие там у нас вопросы? Если не успели посмотреть практику, посмотрите обязательно. Делайте первый экран. Те, кто... Мы сейчас не работаем пока в этом фигме. Те, у кого нет фотошопа, работают в фигме. А так мы делаем сейчас пока в фотошопе. Спасибо. Ребят, тогда что? Еще посмотрим несколько работ, да? Если что, пишите еще вопрос в чат. Я пока буду смотреть уроки, домашние задания. Вот эту, по-моему, работу я видела. Смотрите, что вам нужно исправить. Помните, мы говорили, да, иконки берем минималистичные. У вас сайт такой, да, везде черный шрифт, а вот тут разноцветные иконки соцсетей смотрятся старомодно. Так что вы выберите минималистичные черного цвета, и они немного другие по стилистике. Так, я так понимаю, логотип это Адалин или вот это? Тут немного надо поработать с композицией. Вот заголовок, видимо, это Адалин. Сделайте вот, посмотрите вторую практику и сделайте вот по второй практике главный экран. Потом скиньте в DZ дизайн, а потом дальше пойдем. Скидывайте сразу, ребят, PNG. Мне по ссылкам переходить долго. Вот тут граница в картинке, можно его, знаете, на весь фон сделать картинку, как мы делали во втором уроке практики, по-моему, в фигме делали, нет, в фотошопе делали на весь экран, затемняли и найдите картинку такую, которая будет справа объект, а слева свободно.
и тогда вы сможете написать слева текст. И смотрите, кнопку, так как у вас идет заголовок, текст по левому краю, кнопку тоже надо по левому краю вот сюда разместить. По центру, если у вас был бы текст по центру, вы бы размещали по центру. Корзинку, да, тоже иконку поменяйте на более минималистичную, черного или другого цвета. И еще надо поработать, знаете, вот с выравниванием. Сейчас у вас вот эта вот бордер, она вниз прилипла, чем наверх. А так вот композиция, она соблюдена, да, вот уже что-то есть. Вот тут то же самое. Посмотрите второй урок практики и сделайте первый экран. Потом вернетесь. Вот у Нурдиги Толджипаев тоже хорошие работы. Мне нравятся ребята, которые вот, они не только смотрят мои уроки, да, они еще ищут в YouTube разные туториалы и смотрят по тем туториалам и уже рисуют разные первые экраны. Вот тут, смотрите, у вас основной текст прилип, да? Работаем с расстояниями между элементами. Вот тут немного увеличьте, потом кнопку тоже вниз отпустите, кнопку сделать побольше, потому что у вас текст огромный, кнопка маленькая. И вот смотрите, ребят, когда я говорила про минималистичные иконки, я вот это имела в виду. Номер телефона нужно стоит побольше сделать, потому что так как это главный, да, элемент интерфейса, он должен быть виден, да, его не надо прятать. А так, супер. Вот тут, по-моему, логотипа нет. Если нет, вот видите, надо работать с якорными элементами. Смотрите вторую практику. Вот тут то же самое. Смотрите, вот если у вас есть затруднения, да, если вы видите, у вас, что макет что-то не то, да, что-то не похоже, смотрите тот урок, когда мы делали первый экран, и для тех людей вот по порядку мы пойдем, у кого не получается. Вот у Амана тоже хорошие работы, я ему сказала поправить расстояние, он поправил. В принципе, можно переходить ко вторым страницам, ко вторым экранам. Вот тут то же самое. Нужно поработать с шрифтами, трекинг уменьшить, кнопку налево сделать, логотип уменьшить надо. У Бакыта тоже очень интересные работы. Видно, что он смотрит разные, да, видео. Вот, допустим, это бы не пришло вам просто с нуля, да? Такие работы приходят, когда вы много примеров смотрите, либо много видео, да, смотрите, и он прям смотрит видео и делает, да? И то есть видно, что он вот работает именно как кнопку с градиент сделать, куда размещать бургер-меню, но вроде бы мы не проходили, да? Бургер-меню, там туда можно спрятать множество меню. Вот тут я бы убрала бы фон белый, либо как-то по-другому найти иконку, как будто, знаешь, прямоугольник как будто прилип. Так супер. Так, давайте чат посмотрим и закругляемся. О, кто-то уже книгу скинул, да? Какие вы молодцы. Пиши, сокращай, обязательно прочтите. Я бы очень быстро прочитала.
Так, видимо, я прошла, да, ваш макет Джама. Можно один вопрос про Мира, пожалуйста. Про Мира какой был вопрос? Задавайте. Прототип делаем согласованным с клиентами, только потом делаем макет. Да, в лучшем случае, да, вот, то есть это лучше, чем, например, вы сделали дизайн, много дней потратили, да, вот на этапе именно прототипа он сразу поймет, где у него будет блок, а потом на дизайне ему может не понравиться разные блоки, да, местонахождения. Прототип именно нужен нам, чтобы понимать, где будет стоять у нас блоки. А перед тем, как приступать вот к дизайну, я вам сказала про moodboard, да, про доску настроения. Эту доску настроения вы тоже показываете клиенту, можно показывать. Вы говорите, вот я хочу сделать такие цвета на сайте, хочу вот такой стилистики сделать, как тебе. И порой вот, адекватные клиенты, они нормально реагируют, говорят, о, класс, мне нравится, продолжайте. И вы вот потихоньку продолжаете. Так, ну, в принципе, все, тогда вопросов нет. Мира сохраняется автоматически. Смотрите, да, вы там, с главного экрана зашли на интересующего ваш шаблон, и он как-то его сохраняется уже автоматом, он, ну, на облако, да, и здесь, смотрите, сейчас он загрузится. Вот тут можно поменять имя и сделать экспорт. Вы можете себе, да, как картинку сохранить, либо как PDF и так далее. Если вас Мира, да, не устраивает, вот такую карту сайта, структуру, можно сделать еще MindMaster есть, MindMaster, либо Xmind, по-моему. Так. Вот он. Тут тоже можно mindmap делать. Вот. Книгу скинут на канал ресурсы в Дискорде, так что можете там прочитать. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Тогда, если нет, то прощаемся. До следующих уроков. Юсуп Кумарбеков, у вас вопрос есть? Задавайте. Сейчас работу Джамы посмотрим. Секунду. Алло, слышно? Да. Можете, я вот только что или 5 минут назад отправил ДЗ по первому уроку, ну, когда вы говорили сделать примерный. Куда вы отправили? ДЗ, дизайн? да, ДЗ дизайн. Тогда давайте сейчас ваш посмотрим, потом посмотрим работу. Джама, вы тоже отправили, да, сюда? Отправьте. Вот, Нурджигит даже сделал мобильный макет. Смотрите, какие красивые. Смотрите, вот, да, стилистика Dribble. Помните, я вам кидала сайт Dribble? Смотрите, там вот примеры, да, если будете много смотреть, вы в итоге будете рисовать такие макеты, да, чисто аккуратно, да. Тут вот надо поработать с этим текстом, он как-то выровнен не по левому краю, адрес у вас правее вылез, а Кыргызстан слева, да? А так цвета, да, видите, какие красивые.
Юсуп Кумарбеков. Это ваш, да? Сейчас. Сейчас. Необычный стиль, необычный паттерн. Я бы сказала, не совсем именно знакомый нашему рынку, да, потому что когда мы обычно заходим на главный экран сайтов, мы видим меню обычно, да, там сверху. Он может быть иногда справа, но в таком облике, как будто он оторван от макетов, да, как будто вы сделали скрин и сделали именно, приклеили друг к другу. Смотрите еще какой момент. Кроме вот композиции, да, надо поработать. Такие вещи базовые. Вот у вас на фоне есть картинка разнообразная такая с множеством элементов. И когда вы накладываете на такую картинку какие-то элементы сайта, они могут потеряться, вы должны об этом помнить. И либо вы картинку делаете немного приглушенным, либо вы сзади делаете однотонный фон. То есть вам важнее не картинку показать, а важнее вот эти вот ваши работы показать, да? Вот другой пользователь бы вот этот блок просто прошел бы, да, не увидел бы. Такие моменты тоже. Вот тут чуть-чуть видно, но тоже, да, затемнить можно задний фон. А так у вас, я бы сказала, такой необычный стиль. Вы просто по композициям, да, посмотрите, и у вас будет лучше еще. Так, давайте работу Диамы найдем. Так, Манас. Какую из них проверять? Сейчас. Диама, отправьте их в дизайн, а то я не вижу, а потом мы не успеем. Так, вот эта работа, кстати, Манас, он уже, по-моему, 2-й или 3-й раз отправляет. Видите, как уже улучшилось, да? Когда мы первый раз смотрели, я просто не помню, возможно, логотип был другой, возможно, иконки, да, были другие. Но сейчас уже все аккуратно смотрится, да, все по местам. Вот тут, когда заглавные буквы, смотрите, вот межстрочное расстояние можно немного увеличить. А так прям супер. Фон такой еще интересный, да? Вот тут надо поработать. Может быть, я на неделе, у меня до среды прям много очень задач по работе. Возможно, после среды освобожусь и снимем практику дальше по именно блокам, да, отдельным. А сейчас, смотрите, вот тут поехала, да, композиция в том плане, что друг другом вот эти 3 текста, они конфликтуют. Всегда должен быть контраст. Вас предлагают, должен быть поменьше, лучшие методы, там, на что вы делаете акцент, чтобы заголовок, да, люди прочитали, и тем самым вы вот акцентируете и контраст делаете. А так вот эти 3 блока хорошо. Вот тут между иконкой и текстом можно расстояние увеличить. Вот этот блок тоже нравится. У вас кнопка тут связаться больше, чем вот это. Когда у вас на сайте элементы повторяющиеся, они должны быть все одинаковые. Вот у вас вот социальные сети одинаковые же, кнопка, соответственно, должна быть везде одинаковая. Допустим, у вас заголовок тут один, вот тут тоже должна быть такого же размера. Вот с этим блоком надо поработать. Вот тут у вас расстояние, во-первых, разное, да, нужно по одинаковые сделать. На белом блоке текст лучше потемнее сделать, потому что серый текст на белом фоне не читается. Вот тут надо закончить. А где футер? Надо закончить. Но уже лучше. Уже виден прогресс, да? Зейнеп.
не хватает пунктов меню, у вас видите слева, я сразу ищу сверху. Вот что значит паттерн знакомый, да, опыт пользовательский, UX. И если, например, допустим, у человека экран не 800, у него такой маленький экран, и он пунктов меню ваши не увидит, поэтому его делают наверху. Если вы боитесь, что там не будет читаться, затемните фон, как я показывала во второй практике. Затемните и текст сделайте белым. Шрифт подходит, когда мы пишем именно один, только заголовок. Вот так мы не пишем. Курсивный шрифт мы используем только в больших местах. Здесь делаем гротеск. Надо доработать футер. Помните, да, про контраст. Картинка, разбавляем, да, даем пользователю, чтобы его глаза отдыхали вот от изобилия картинок. Делайте однотонный фон. Так, все, не будем долго здесь сидеть. Я просто обещала, вот. Джама, у вас нет логотипа. Первое замечание, да? Посмотрите вторую практику и сделайте первый экран как надо. Вот digital дизайнер, да, вот инженер, который, он не читается. Почему? Потому что вы его написали акцидентным шрифтом. Акцидентный шрифт, мы с вами говорили, да, вот этот JSON у вас есть акцидентный. Мы используем его в заголовках. В наборном тексте используем гротеск. Напишите гротеском. Добавьте логотип. В маленьких сайтах бургер-меню мы стараемся не использовать, потому что если там, например, 4-5 пунктов, зачем нам это прятать, да? Мы делаем удобно пользователю, сразу выводим. Кнопки не хватает. А так картинки красивые у вас. Тут прилипла линия. Немного увеличьте расстояние. Тут у вас вот скачать приложение маленькое. Надо его увеличить, потому что его не прочитают. Так вот, композиция хорошая, надо чуть-чуть доработать. Расстояние, смотрите, между картинками у вас одно, а между вот тут вот другое. Нужно, чтобы они были одинаковые. Так. Так, ну все тогда, ребят. Всем хорошего воскресенья. Уже все. Всем уже спокойной ночи, да? Прощаемся тогда. Запись можно остановить. Домашка вы делаете, продолжаете делать первый макет, дорабатывать, да, вот по тем комментариям, которые я сегодня сказала, говорила в практике. Те, кто не смотрел практики, смотрите практики. Вот на следующей неделе я постараюсь еще записать, уже мы сделали первый экран, пойдем дальше. Вот, все, всем пока. Так, Ару, тогда ты выключишь, да, записи, конференцию. Все уже